Как так вышло, что ты такую тяжелую профессию выбрал? Первый год я прям не мог. Я есть хотел, плакал, она там, мать мне там какие-то баулы передала со сметаной, с тем, там, с перцем, с болгарским. Тебе что, слепота или импотенция, понимаешь? То есть, и люди все равно это курят. Почему это не работает? Слушайте, а я вот прочитал в интернете, вы неправильно меня лечите. Нет, ну Такого- слушайте, ну если, может быть, грыжу там попущу, там подавили как картоплин, я не знаю, это еще вариант. А жена не ревнует к профессии? Нет. Нет? С пониманием? Казим, давай сделаем так. Давай мы сейчас тебя представим, потому что вот буквально сегодня нам под свежим видео выложили такое очередное напоминание, почему вы не представляете гостей. Ну, вообще, я могу представить, я могу сказать, что ты работаешь... Просто скажите врач-онколог. Врач-онколог. Все, больше не надо. Зачем А вот кому это эти регалии мамолог, нужны? это, А зачем это нужно? Мы в процессе это уточнение поговорим. или нет? Это уточнение. Это же, ну, прям Потому направление. что сейчас уже нет такого, что человек все делает. Потому что ну, специализация равно качество. Ну, это же правильно. Не может человек, например, и желудки оперировать, и молочную железу, и все делать классно. Ну, где-то что-то страдает. Ну, Поэтому да, да. Я же поэтому и говорю, что как бы... врач-онколог, да ну, кому нужно, тот найдет. Я не вижу смысла. Да? Конечно, там кандидат наук он или не кандидат наук, где-то еще работает или А где-то это не работает. важно, вот эта аспирантура, все вещи? Нет, вот эти аспиратура для меня важна, но для, например, обычного я человека, понял. обывателя, зачем вам это нужно? Какая-то хартнайка смотрит, ей нужно, например, ее вопросы, чтобы решили, а не что там аспирантура. Ну вот смотри, вот я понимаю, о чем ты говоришь. Это, но, знаете, вот этот бантик такой вот, чтобы но он хочется довериться умному человеку Да, с согласен. дипломами. нам вас посоветовали. И у меня, знаете, вот сейчас такая движуха, что ну, надо клиентоориентированность. Таких, как я, Да. врачей много. Да, Сказать, что это уникально, нет. И надо телефон даешь, короче. да. И вот там смс-ки, куча смс-ок. Как-то Viber почему-то решил, что у меня 1 числа ну, января день рождения. Засыпали, зачем? Я помню, 55 что-то этих самых смс-ок. Кому это надо? Ну, просто сам факт, что люди постоянно звонят. Ну, нет такого, что постоянно звонят. Просто прошу, пожалуйста, до 7 звоните. А два Потому что- номера взять. Надо, но это сложно. Телефон большой, ну, вообще мысли правильно вы говорите. Мне Ну, тоже жена говорит. 2 карточки хотя бы. Ну, Да, как вот бы- вот эта волна сейчас делает, есть сим, тоже можно. Ну, сейчас Ну, пока. это удобно в каком плане, что, допустим, часов в 7 вечера просто ее выключаешь и как бы все, салам алейкум, занимаешься семьей. Так, ну хорошо, значит, я вообще предлагаю начать с таких вопросов. Ну, для меня они, в принципе, фундаментальные вообще по жизни, да, потому что вопрос, то, кем ты хочешь стать, он как бы с детства актуален, да, все время нас, вот, тем более люди советского прошлого, сейчас не знаю, по-моему, сейчас у детей вообще не спрашивают. Но я помню, что вот когда даже ребенком был, вот всегда этот витал вопрос, кем ты будешь в будущем, да. Как так получилось, что вот для меня вот онкология, да, это какая-то, ну, условно говоря, во-первых, страшная, такой страшный пласт профессий, которых ты... Вот я просто готовился сегодня к разговору, вчера готовился, вот когда мы с тобой уже переписывались, да, уже договаривались о дате, я начал готовиться, и мне просто смотреть информацию ну, страшно. То есть я там слушаю, а вот там про какие-то точки говорит, я начинаю эти точки у себя искать. То есть, понимаешь, вот начинаешь загоняться. Как так вышло, что ты такую профессию, ну, тяжелую профессию выбрал? Ну, на самом деле надо начать с того, что вообще как в медицину пришел. Да? Ну, Потому ну что да, база. медицина, база, это, конечно, посыл от родителей. То есть династия. Да, нет династии. А. Моя Нашка хотела, у нее совсем другая профессия, есть тоже у нее высшее образование, но она хотела этого. И как-то вот эта информация, был сигнал, Да, который я уловил был и запрос. шел к этому. Ребенок 90-х я, тяжелое время. Тогда мы переехали, мы жили в Азии, переехали и попали в село. Ну, как, в принципе, большинство крымских татар. Были люди, которые там устроились там сразу так и попали в какую-то там свою струю и как-то сразу то вот образование и ту профессию. У нас так не получилось, у матери так не получилось. И вот у меня первый космет, который в моей жизни был, это танковая, вот, КТЛ. А какой год у тебя выпуск? У меня выпуск 99-2004. Это получается, вот я отлично, шестой. слушай. Это самое, вот те времена, ну, самый классный выпуск это 1-2 год. Вот. У нас тоже классно было. У нас были учителя турки, они были по-своему хороши, по-своему некоторые нюансы были, но тем не менее на выходе это в плане именно подготовки английский язык, в плане дисциплинирования, в плане Вообще самостоятельность? самостоятельности, да, потому что первый год я прям не мог. Я есть хотел, плакал, она там, мать мне там какие-то баулы передала со сметаной, с тем, там, с перцем, с болгарским. Но вот тогда вот просто вот
в танково попал, и как бы вот уже как бы база появилась, потом уже и олимпиады, как-то там вот был настрой, что ребенок там вечером не отдыхает. Как я смотрю сейчас на своего ребенка. Хороший парень. Вот. А вот так у нас было прям вот вечером занимаешься, кружки постоянно, спорт, то есть мысли о каком-то. Мне тогда не было компьютеров, конечно, как Ну да, сейчас, да, там да, не да. было телефонов. И у меня вообще телефон появился, по-моему, на первом году в мединститут я поступил. Всего этого не было. Просто вот учеба и учеба. Это первый космет. Второй космет, как-то вот я вон в онкологию попал. Я в общежитии жил в свое время. Это тоже такая вот, знаете, культура такая, Закаляет. субкультура, да. То есть ты знаешь всех, все, какой экзамен, куда пойти. И там тоже ребята сказали, вот нужно идти в онкологию, потому что там большие операции, интересные операции, там грамотная хирургия. И вот тоже косметом То получается, есть что... заинтересовал, да, тебя тоже? Да, я А пошел... большая операция это что значит? Большие операции — это полостные операции. То есть у нас ургентная хирургия, там базово состоит из 4-5 операций. То есть это все. Ну, то, что нужно сделать. Там тоже работают профессионалы, ребята ургентной хирургии, которые качественно делают нужные вещи. А в плановой хирургии, онкологической, она шире. То есть там, по сути, каждый орган — это несколько операций. И там объем операций больше. Ты там работаешь на других органах, там как бы нет воспаления, потому что вся ургентная хирургия экстренная — это воспаление. Ты не видишь анатомию, которую там, например, преподают в мединституте, там, то, что там на кадаврах, на трупах изучали. Там чуть-чуть по-другому. Тут ты видишь красоту операций. Нет, это, во-первых, не ночью, не в 2 часа ночи делается операция. Человек выспался, пришел, оперирует красиво. То есть это тоже как бы влюбляет. Вот руки хирургов, как они все это делают, как вот все это хорошо. Люди там удалили желудок, там много чего поудаляли. Человек через 7 дней развернулся и пошел домой. Нравится это? Нравится. Я вот после 4-го курса там, через преподавателя как-то попал просто вот в онкологию. В те времена можно было еще прийти, просто сказать: здравствуйте, а можно мне проассистировать там 2-м, 3-м ассистентом? Да, приходи. На крючки, там вот эти классические вот моменты. И, То есть практиковаться можно было, да? практиковаться и смотреть. Просто смотреть. На 4-м курсе просто смотреть, там какие-то моменты, помогать врачу. То есть, ну, успокоиться, там, да, выдохнуть, там, рот закрыть от того, что от удивления, и потому что это было в диковинку. Вот. И вот как-то так получилось, там долгий путь. Потом перераспределение, у меня было распределение в район хирургом. То есть вот косметляром вот потихонечку так и сложился мой путь. Я не скажу, что прям вот я такой вот пришел, сказал хочу, там сразу меня взяли. Ну, это понятно. Вот. Ну и вот так вот получилось. А вообще в плане онкологии это, к сожалению, достаточно проблематичная ситуация. Образ жизни у нас сейчас такой, многие годы проевропейский, курят, пьют, загорают много. Вообще, честно говоря, хочется быть полезным людям, да? Да, И 100%. есть два момента. Вот что я заметил. Есть один лагерь людей, которые никогда в жизни с этим не сталкивались, и они живут, не подозревая, что есть целый сегмент и пласт людей, которые живут. Это же образ жизни, получается, уже, когда человек с этим сталкивается. И есть те, кто непосредственно с этим борется. И вот давай, раз ты начал говорить про образ жизни, конечно же, такой очевидный вопрос. Вообще причина онкологии, она вообще... Я понимаю, что нету прям точных, да, нет, по-моему, точных прям стопроцентных фактов от чего, но, скажем так, косвенно от чего это может быть, и можно ли своим образом жизни, питанием от этого как-то дистанцироваться, этого как-то избегать. Вот давай вот с этого начнем. Образ жизни 100% играет роль. Вот как ты, грубо говоря, что ты ешь, твои вредные привычки, как много ты ешь, ну, вот это все зависит. То есть, ну, вредные привычки, там уже все про это говорили, но это такие вещи, про которые нельзя не сказать. Ну, Да? они прям влияют, да? 100%. Вот курение плюсов 0. Ну, там есть там теории успокоения, профилактика болезни Альцгеймера, там никотин разрушает лактат, там... Социальная калибровка, то есть ты свой. Да, классно, социальная калибровка. Но на выходе от курения столько минусов. То есть вот этот дым, который проходит, все эти там, органы и системы, через которые он прошел, он везде повысил риск курения. И какой минус, например? Ты в детстве курил, но не в детстве, там, в подростковом возрасте. Да. Ты там успокоился, там поменялись приоритеты, благосостояние твое улучшилось, качество жизни улучшилось, ты перестал курить. А эти риски, которые ты получил, они как были, так и остались. Они замерзли? Они зафиксировались, да. И то есть вот там был, там, например, 1,5 раза повысился риск, и 1,5 раза он стал больше. То есть если у тебя еще какие-то дополнительные риски будут, там упадет иммунитет, туберкулез, там, ну куча других, если мы про курение говорим, это может потом сыграть злую шутку.
А и Поэтому вот восстановление вот этого нет, что говорю, что там 5 месяцев и легкие восстанавливаются. я Или говорю, это не про это сейчас? это не про это в контексте, все слизистые восстанавливаются. Ну, это же метаисследования, метаанализы, которые Да. говорят, что вот если принял ты, например, определенную дозу, ну, мы тут не про никотин говорим, а именно про смолы, которые в Да, да. сигаретах. Никотин – это тема для наркологов, там больше момент с привыканием. А именно смолы, про которые пишут там большими черными буквами, вот эта проблема. И она никак не Они решается. оседают в организме Да. и ждут своего часа, да? Там канцерогены выделяются, которые вот слизистую в процессе, это же систематическая тема. Организм штука вообще очень мощная. Но постоянно систематический прием вот этих препаратов, он, к сожалению, ну, влияние, он вызывает изменения, меняется структура, и за счет смены структуры может потом пойти злокачествление. Это процесс долгий, годами это все меняется. Ну, это понятно. А почему, вот как ты думаешь, почему люди, покупая эти сигаретные пачки, где там уже просто, там такие страшные вещи нарисованы, еще знаешь, еще даже уже развился такой мета-юмор на эту тему, тебе что, слепота или импотенция, понимаешь? То есть, и люди все равно это курят, почему это не работает, как ты считаешь? Потому что никотин, потому что Зависимость. привыкание, зависимость, конечно. То есть это просто борьба с зависимостью, которую человек не в силах побороть. По-разному, ну, я там разговариваю с людьми там в течение жизни. Человек говорит, я, говорит, засыпаю и ночью курю во сне. Ну, то есть настолько вот это сложно. Ну, тут с привычками сложно, конечно, бороться. Но тем не менее, есть ребята, вот, и даже среди врачей, которые понимали, вот, осознали, пришли и Они просто эти респект. риски берут на себя, да? И всё? Нет, они не курят, бросили. Не Я курят, имею в виду наоборот, из, бросили. из коллектива. Ну, сейчас же новые темы, вот все вот эти вот пластиковые штуки, айкосы, Да, вейпы. вейпы, не изучена еще ситуация. То есть, Но что тоже там вред будет? есть по-любому. Ну, конечно. Ты же вдыхаешь, и вдыхаешь что-то химическое. Что-то неорганическое, да? Мы узнаем об этом, я думаю, в ближайшие там 5-7, ну, до 10 лет будет метаанализ, статистики, мы поймем. Там, скорее всего, аллергизация больше. То есть там, не знаю, надо посмотрим. Не Ну, надо это делать. мне Хорошо, кажется. вот вредные привычки это что? Это алкоголь, это курение, да? Алкоголь, вредное курение, ну, наркомания, понятно. Да. Люди, которые приехали со Средней Азии на свай, Тоже влияет. 100%. А давай про название немножко поговорим. У тебя есть база по нему? Ну, то есть понимание. Нет, ну как есть база по нему? Есть у нас просто две большие группы. Это азиатская группа и индийская группа. Прям так. Ну нет, это образно. Вот А. у людей, у которых максимально это прослеживается. Да. Ну еще там мы можем про индийцев там Северной Америки, те, кто табак жуют. Но сам факт, что вот есть корреляция с раком губы, с раком языка. То есть постоянно систематический прием – это концентрированные вещества, которые вот воздействуют именно адресно на слизистую. Хотя во рту слизистая сумасшедше регенерирует. Ну, там, грубо говоря, обжегся, там, чувствуешь там небо. Да. Прошло 2-3 дня, уже как и не бывало. Даже дня иногда. Да, то есть слизистая сумасшедше регенерирует. Ну, там куча факторов. Человек, который обычно на свайной чеке, он и курит. Ну, и там Он чередует корреляция обычно. Пока с с тобой алкоголем. Да. И еще вот момент зубы. То есть кариозные зубы, отломки зубов, мы как в стоматологии уходим, отломки зубов, вот это тоже плохо. Постоянная травма, хроническая травма. И вот. А по насваю, то есть тоже клиентов достаточно, да? Мы раньше, у нас смежное отделение раньше было, в котором я делал, отделение опухолей головы и шеи и отделение молочной железы. Ну так исторически совпало, это было большое такое отделение. Потом разделили, ребята с головы и шеи ушли. Вот тот контингент, который вот опухоли головы и шеи, это губа, слизистая ротовой полости, вот там иллюзия. Я не говорю, что это 100%, но это тема, которая вызывает онкологический процесс. И вот смотри, если мы берем, анализируем вот твой опыт, который уже есть, сколько человек отказывается от этих пагубных привычек, когда они стоят перед выбором жизни и смерти? То есть ты говоришь им, будешь курить, то есть тогда все, там, умрешь там скоро. Мало. Серьезно? Да, конечно. То есть человек не отступает Нет. перед... Ну, я не говорю, что... Ну, я не могу в процентном соотношении. Ну, может, 60 на 40. Ну, по ощущениям. 60 на 40. То есть То есть все-таки выходишь, больше остаются. выходишь, ребята, которые пролечились там по той патологии. То есть контингент мой в основном это женщины. Да.
там меньше связь, просто по раку молочной железы нет такого, как, например, для рака легкого. То есть есть четко, например, человек, у него там такой вот приходит, ты берешь биопсию, такой-то анализ, ты говоришь, скорее всего, это от вашего курения. По раку молочной железы нет таких тем. Это много факторов, ну и плюс наследственность, да. А вот по курению и, например, рак полости рта, там, губы и так далее, выходишь, ребята стоят там прооперированные, там, с моментами послеоперационными, раны свежие, стоят, курят, все четко. А ты с ними никак не работаешь? Сам Ничего? просвет работу? Ну вот просто не говоришь там, типа, ребята, Нет, вы что? То нет. есть У это не каждого твоё, есть да? свой лечащий доктор, но это неэтично. М. Человек после операции, эта ситуация ему приносит облегчение, пожалуйста. Мгм. То есть ты как бы ну, к этому с пониманием по-человечески относишься к этому, или есть какая-то этика определенная? Я просто в этой ситуации не находился, мне сложно говорить. Я понял. И это ж привыкание сумасшедшее, как с телефоном. Нет, ну это дело привычки, сложно. Пациент, надо с пониманием, там другая категория. Это не так, что ты с человеком в маршрутке там. Так, хорошо. Ну, получается, вредные привычки примерно ну, мы как бы обозначили, да? Что еще может быть причиной? Ну, знаешь, почему я спрашиваю? Вообще человек боится неизвестного, непонятного, да? И, насколько я сейчас понимаю, никто не знает причину возникновения прям точно. Вот это 100% вот из-за этого. И когда есть такое непонимание, и люди начинают бояться этого, то есть вот как неизвестного. Если мы убираем из жизни, вот еще знаешь, популярная такая тема, что вот всю жизнь никогда не курил, а вот от рака легких умер. Вот такая тоже есть история. Получается, что курение, он просто повышает риск, да, заразиться, то есть заболеть раком. Только риск повышает. Да, конечно. Он не является 100%. Нет. Но если риск в 5 раз повышен, то, Ну извини да. меня, ты к 60 годам обязательно отчитаешься, и в диспансере пройдешь, сдашься. Просто немножко по-другому, я поправлю вот то, Да. что вы говорили. Да. Есть вариантов онкологии же много, кишечник, желудок, и есть предонкологические патологии, то есть доброкачественные, которые станут онкологией, Да. которые можно выявлять на этапе, когда они еще доброкачественные, и лечить. То есть Да. для некоторых нозологий, там рак толстого кишечника, рак желудка, ты можешь путем диагностики, путем дообследования можешь профилактику осуществить 100%. То есть, по сути, ты можешь ту онкологию, которая будет через 10 лет, свести на нет, нивелировать за счет того, что ты берешь эту доброкачественную патологию. Но не по каждой ситуации так возможно. Поэтому я бы, если вот ты зрители хотят какую-то профилактику осуществить, я бы начал с того, что просто сел бы с близкими, там, с родителями, с бабушками, с дедушками, поговорил, кто чем болел. То есть такое онкологическое древо создать. Было ли оно То вообще? есть генетическое исследование, Да, да? да, 100%. А это важно. Это важно. Хотя и говорят, что, например, там 5-10 для рака молочной железы это 5-10%, немножко. Но вот все равно нужно знать. То есть вот этот момент, он крайне важен. Если у тебя в семье все от рака умирают от молочной железы, Надо задуматься, да? надо задуматься. Надо задуматься. Ну вот этот пример Анджелины Джоли, он гуляет по интернету, ну у нее там просто сумасшедший. Там, у нее там есть фотография, там 10 родственников, там все болели. У всех поджелудочная, молочная железа, яичники, предстательная Как же они железа. выжили, что у них такая патология? А кто-то выжил, кто-то в процессе лечения, кто-то в ремиссии, кто-то погиб. И уже тут вот такие вопиющий факт, поэтому Анджелина Джоли не потому, что прям она такая умная или так тонко чувствует свое здоровье, а потому что, извините, 10 человек у тебя в семье все раками заболели. Она пошла на скрининг, ей сделали исследование, нашли эту мутацию гена, и она сделала профилактические операции по удалению яичников, молочных желез. То есть получается, что если у вас там в семье были такие проблемы, что нужно делать? Вот, допустим, человек, там, молодой человек, там, 30 лет. Ему уже нужно идти на обследование или еще Ну, рано? если у него были проблемы у родственников У кишечник. родственников. То есть у нас, смотрите, какая ситуация. Если очень так грубо для Да. обывателя, есть две онкологии, мы можем выделить. Это опухоли визуальные, которые можно Да. глазом увидеть. Да. Что-то на коже, что-то на языке, что-то в молочной железе. То есть то, что ты сам видишь, и там либо родственники твои, либо ты сам можешь забить тревогу. А есть патология, которая внутри. Это легкие, это кишечник, то есть там много позло. Естественно, тут сложно очень. Поэтому для опухолей визуальной, то, что ты визуально видишь, там просто нужно осматривать себя, особенно когда ты знаешь, да, например. Это касается больше белокожих, например, в контексте меланомы. Мы в Крыму живем. Меланома – это опухоль, которая возникает на фоне перерождения родинки.
То есть либо травмируешь постоянно во время бритья, либо одеждой там. И вот она травмируется, загары вот этот вот. Это европейские темы, вот европейский образ жизни, когда вот мы должны поехать на курорт и черными приехать. И вот я вот как сейчас помню с детства, что там здоровый загар — это когда вот так ты кожу от себя Да, отдираешь. обязательно. Но на самом деле это же не так. Это вот, вот эти тоже факты, которые человек, если у человека в анамнезе, ну, в течение жизни было таких вот солнечных загаров, которые реализовались, то, что это ожог, а не загар, Да. это все тоже риски повышения предрасположенности к меланоме кожи. Это все накапливается? Это все накапливается, это Серьезно? все кумулятивно, да. То есть если если родинки на спине, Если ты в детстве жестко загорал, Да. это все может тебя рак аукнуться кожи, потом. меланома. Да, поэтому, вот понимаете, вот немножко надо поменять мировоззрение. Солнце — это хорошо, но немножко и дробно. То есть особенно сейчас. А у нас вот шоколадный загар, ты приехал там с моря, ты должен быть в шоколаде. Но это не для всех фототипов кожи. Просто есть люди, которые не загорают, они смуглые, у них загар ложится, вау, шоколадный загар. А есть там люди с голубоглазой, светлокожей, ну не нужно им, это больше вреда, То чем есть то, пользы. что можем диагностировать, и так понятно? Да, Да. и так понятно. То, что не можем диагностировать, вот тут у нас есть четкий скрининг, это флюорография. Вот если мы говорим так, флюшка, Да. Ну, это то есть грудная легкие, полость, да. Это скрининг для двух вещей. Хорошая вещь на самом деле. Это туберкулез и рак легкого. То есть скрининг надо делать обязательно. Там зависит Периодичность какая? раз в год. Раз в год. С какого года? Вот тут надо подходить тонко. Болел ли кто-то опухолями легких? Это раз. Куришь ли ты? Это два. Если ты не можешь бросить курить, значит, надо делать флюшку. Хотя вот, например, есть страны, примеры, да, вот реализации этих скрининговых программ, например, та же Япония. У них не делают флюорографию. Флюорография — это метод исследования очень такой скромный. Он просто по себестоимости достаточно доступный. То есть Ну и да. можно огромный там день, много людей проводить через этот компьютер, томография, она дороже. Но на ней лучше видно, и маленькие опухоли видны. На флюшке уже опухоль будет большая, если вовремя, даже не вовремя, если просто человек обратится. То есть, получается, это, скажем так, флюорография — это первый шаг к Да. осознанному контролю тела. Да. А если человек уже заморачивается, пожалуйста, КТ. там КТ. КТ. Раз в год, ничего страшного. Там облучение. 3 часа на солнце в августе, там больше облучения будет, чем от той компьютерной томографии. Там, если у кого-то есть аллергия, просто КТ без контрастирования. Просто тебя прогнали через этот круг. Ну, все знают. В эру ковида. Мы, кстати, он не закончился. Ладно. Не шутки. Я статью отправил статистическую по онкологии. И женщина мне пишет, я пишу, можно выделить доковидную эру и постковидную. А он что, закончился? Она пишет, ковидную эру. Ну, не закончился. Просто Ну, он все время сейчас, переходит. ладно, не буду говорить. Да. Вот вообще вот такая ситуация. Ну, и... С какого возраста нужно делать флюшку? Вот. Если мы говорим в контексте рака легкого, Да. 40 лет. То есть 40 лет — это такая черта, когда тебе уже нужно прям внимательно. Если мы говорим в контексте туберкулеза, я бы раньше делал. Потому что это социальная болезнь. То есть там человек работает, плохо кушает, стрессы и все такое. У нас с туберкулезом тоже не все хорошо. А туберкулез ты можешь болеть, не понимая, что ты болеешь? Немножко не моя специфика. Ну, такой но скрытый, да, он же это же распространяется. просто попадает инфекция. Да. То есть попадает инфекция, и с учетом, там, насколько организм твой может ответить на это инфицирование, и у нас развивается. Либо он реализуется, либо не реализуется. А пациенты, которые со сниженным, там, плохо кушают, там, есть вредные привычки, у них, как правило, это реализуется. Плохо кушают, что ты имеешь в виду? Скудно кушают или мало кушают? Белок, все вот эти белки, микроэлементы, которые не попадают в организм, плюс стрессы, которые человек испытывает. То есть могут... Туберкулез — это же не такая болезнь, что прям только там, извините, алкоголики, тунеядцы болеют. Человек много работает, плохо питается. Тем более он же передается легко. Да, маршруточки проехал. проехал. Поэтому не онкологическая тема. Ну, вообще... Вот. По молочной железе четко с 40 лет надо делать маммографию. Раз в год. Раз в год. Нет, вообще по приказу 1 раз в 2 года. Но надо смотреть по ситуации, обсуждать это с маммологом. Потому что есть разная плотность молочной железы, есть доброкачественная патология молочной железы. И вот все вот эти моменты, ну, это не так, что там 100 человек раз в год.
там, остальные там. Надо индивидуально подходить к этому. Просто раз там, в жизни встретиться с маммологом в 35-40 лет, пообсудить, как мне лучше делать. Посмотреть, сделать УЗИ, сделать маммографию. Исследования дешевые, доступные. Не надо, как перед колоноскопией, готовиться. Не надо никакие зонды глотать, как при гастроскопии. Все это легко, быстро. И, ну, и ты закрываешь вопрос по поводу рака молочной железы, потому что много очень рака молочной железы. Моя эта тема. Больше в 2014 году было 740 примерно случаев в год для Крыма, 2,5 миллиона у нас. Сейчас диспансеризация заработала, чаще начали делать маммографию. Вот ковид даже был, люди как бы маммографию, диспансеризацию закрыли, потом снова открыли. И все равно больше 1000 случаев в год рака. Каждый год Но по это за 1000. счет того, что больше диагностика идет? Да. То есть просто больше выявлений? Работает маммография. Мгм. Это хороший очень метод. Выявляются маленькие опухоли, которые там женщины в себя не обнаруживают и все такое. А 1000 случаев это много для такого количества? В динамике, да. То есть это увеличивающаяся динамика, Да, да, растущая? было 700, стало 1000. И 1100 было. Ну, не чуть ли не, ну, практически в 2 раза. А я понял. Ну, получается, что вот прослушав, да, и я делаю вывод, что здоровье человека это как бы персональная ответственность, да? Знаете, вот недавно слышал от пациентов, говорит, блин, говорит, знакомый мой говорит, до 40, говорит, все хорошо, а потом ломаешься и все. Вот критично. Ну, там же не просто там возраст красивый, 40 лет, да, Да. или про 45. Нет, там просто идут моменты гормональные, особенно там для женщины, опять переключусь на свою сферу. Меняется работа яичников, по-другому все это происходит, и накапливается какой-то стресс, курение, там, недосыпание, влияние солнца излишнее. Сейчас, кстати, тоже хочу сказать, гормональный контрацептив, ну, коки, короче. Женщины, которые принимают коки, а их назначают же всем. Ну, Это что? это контрацептивы, пьешь таблеточку, Я и понял. прозачаточные средства. Все понял. Вот. Тоже факторы, которые вызывают развитие рака молочной железы, если женщина до этого не рожала. М. Поэтому тоже отсылка к европейскому образу жизни. И вот все это суммарно реализуется. Поэтому с 40 лет, вот мне сейчас 37, обещаю себе, что займусь. Не получается. ФГДС, колоноскопия надо сделать. Мое личное Обязательно. мнение, да. Ну, я про рентген делаю регулярно. КТ я не делаю, конечно, но делаю рентген. Там чуть лучше видно, если что. Ну, тут больше в контексте туберкулеза, мне кажется, чем рака легкого. У меня вроде никто не болел. Ну, все же получается, что ну, твое здоровье это лично твое дело, Да, получается. да. А почему, вот ты не думал о том, что почему у нас народ так халатно относится к своему здоровью? Все-таки, если мы, допустим, берем европейский опыт, они-то все равно, мне кажется, поболее внимательно относятся к здоровью. Или я ошибаюсь? Я, к сожалению, не могу сказать, что я общался с европейцами долго или там с ними жил. Я, Ну, по сериалам, наш понятно. народ, по сериалам, это 100%. Наш народ вообще наплевательский. Вот эти купленные справки, медкнижки, так это же наоборот, вы Классика. сходите, ну хоть флюшку сделайте. Да, да. Ну, люди просто работают. М. Эти То есть нет времени на здоровье. социальные моменты, благополучие, больше заработать и все такое, я думаю, с этим связано. Хотя программы федеральные, они работают. То есть, грубо говоря, вот диспансеризация, маммография четко для женщины работает, флюшка. То есть вот это можно сделать, пройти по УМС с определенными... Бесплатно, немножко в очереди постоять, но глобально пройти. То есть эти федеральные программы работают. Сделай, немножечко успокойся на годик, там, займись другими моментами. Вы же понимаете, что мы не только с онкологией боремся, там еще куча проблем. Там проблема сахарного диабета, проблема там ишемической болезни сердца. А я вот статью недавно читал, вот пациенты с сахарным диабетом вторым типом, это, как правило, после 40, у них риски рака поджелудочной железы. Вот. То есть это смежные вещи, да? Да, и тут же много проблем. И стресс, опять-таки, какой-то фактор, который стимулирует, снижает иммунную систему и вызывает, опять-таки, предпосылки к развитию онкологической патологии. Эти же стрессы производят предпосылки к инсультам, инфарктам и к сахарному диабету. То есть все это давит. Человеку тяжело. Ритм жизни это сумасшедший у нас на самом деле. Смотри, вот давай про стресс поговорим, да, то есть переключимся немножко на это, потому что ты много про это говоришь, и в принципе все говорят. Мгм. Все проблемы, болезни от нервов, но мне, Мгм. допустим, непонятно, о каком стрессе идет речь. Вот смотри, если я потерял 10 тысяч рублей, да, я испытываю стресс. И я вот прям месяцами не могу вот простить себе это. Это вот тот самый разрушительный стресс, который может привести к болезни, или какой-то другой стресс должен быть, который у тебя может привести к онкологии, то есть к серьезным каким-то проблемам.
Как его понимать, этот стресс? Вот, допустим, ну, что- Не пьете, не едите, ночью просыпаетесь. Если классическое, уходите в какую-то минимальную депрессию. Ну, А ночью просыпаешься, это что может быть? то депрессия. Это депрессия? Да, в предутренние часы человек просыпается, не спит, думает. Это утром, да, там рано? Да. Плюс стресс-то он может быть разный. Там ДТП, грубо говоря. То есть серьезный стресс, там мощнейший выброс гормонов, которые по-разному влияют. То есть в организм, если так очень по-простому, это же ансамбль гормонов. Тех меньше, тех больше. А потом раш такой резкий, бах, все бахнуло. Там те, То смыло и все. да, ну по сути да. То есть организм, клеточки испытывают стресс, возникают токсичные элементы, которые там вызывают изменения в клетках. И то есть вот это зарождает какие-то изменения онкологического характера. Возникают мутации, которые соматические мутации, не наследственные, обычные мутации, которые, если вовремя в организме же есть клеточки, которые подчищают все эти опухолевые процессы, и клетки, которые не похожи на нормальные. Но не сработала система, не сработали эти там натуральные киллеры, другие клетки. Все. Запустился процесс. То есть в этом плане имеется в виду стресс как импульс мощный или какой-то накопительный, долгий стресс такой. Вот бывает, что человек пребывает в стрессе, там, Это... на работе там какая-то запара, и вот Да, это же стресс? да, конечно. То есть длительный стресс? Да, не- это тоже. Просто мы с вами, опять я не лезу не в свою сферу, есть разные варианты воздействия на организм факторов, которые мы именуем стресс. Это может быть, как мы говорили, например, ДТП, что-то быстрое, и что-то может быть такое кумулятивное, которое копится, и во что-то реализуется. Но, как правило, это реализуется в депрессию. Либо в другие какие-то психоневрологические изменения в организме. Я не буду вдаваться в детали, не моя тема. Но получается, что это что? Это как тебе повезло, какой у тебя психотип, потому что все же по-разному Да, на конечно, стресс реагируют. естественно. То есть это получается заводская установка, которая тебе заранее определяет твою судьбу, получается, так? Психотип много чего определяет. Да. 100%. И в зависимости от этого, это еще помню с начальных курсов, и болезни разные. Там 4 основных, да, там меланхолик, флегматик, сангвиник, холерик, там холерик. Ну, это, мне кажется, другие размыто уже все равно. Это раньше как-то жестко болезни. классифицировалось. Да, но все-таки Ну да. какой-то Генерально, да. можно выделить. Да. То есть ты можешь понимать, что вот ты больше такой. И, соответственно, и патология другая, и есть моменты. Поэтому да. Тут уже никак мы не повлияем на этот момент. Это все зависит от того, как ты воспринимаешь стресс, какие-то моменты ментальные. Опять-таки, когда у тебя надежный тыл, придешь, там, здесь да ладно, не переживай. Ну, согласись. Или проработать, да, там, допустим, с психологом это. Или, а вообще в идеале, конечно, прийти к психологу, знаете, как американцы, ноги закинуть, сделать профилактику варикозной болезни и все такое, там, высказаться, выслушать. Но можно просто дома рассказать. По-разному же бывает. Ну, дома то понимать еще тоже должны. Так, ну, стрессом понятно. В общем, лучше это состояние не испытывать, скажи, избегать его, да, тщательно. Лучше избегать. Научиться сглаживать и нивелировать эти углы, потому что они будут, в да. любом случае. То есть и всяко может быть, и на работе бывает что-то не так. Ну, как-то надо нивелировать. Я считаю, мощнейший фактор для нивелирования – это твоя семья и дети. Это просто, я считаю, 150%. Это тот фактор, который там приходишь домой, а он тебя радуется, да, как в известном. И для меня это работает. Ну, то есть у тебя, получается, идет переключение, да? То есть Да. пришел домой, ты уже не врач, ты отец. К сожалению, нет. Мы диагностируешь. когда только с супругой моей поженились, она такая: тебе нужно работу научиться оставлять на работе. Я говорю, ага, не получается. Вот у меня такой пример тоже вот недавно было. Пациентку я рано выписал, все хорошо. Мы с ней общались, познакомились, там как бы, да, там, тогда хочу прийти на консультацию, молочная железа, начальная стадия, все отлично, все хорошо. Я ее пораньше выписываю, она этого хочет, то есть полюбовно. Да. Будете приезжать, будем приезжать, будем сами перевязываться, мы это можем. Хорошо. Звонок в 3:30. Ну, утра, судя по Да, всему. утра, да. Алло, Казим Алиевич, салям алейкум, такая ситуация, маме очень плохо, мы к вам выезжаем. Говорю, подождите, куда вы ко мне выезжаете? А адрес хоть узнаете, да? Нет, они знают куда. Я поздно с работы ухожу, я принять могу. Там, Адрес например. дома, я имею в виду.
Вот. И вот мы с сыном пациентки общались, в итоге она попала в ургентную хирургию, там все правильно сделали, коллеги молодцы, до 5 утра. Ну я не могу, что я выключу телефон? Ну это же хамство. Ну да. Люди мне доверились, все это хорошо, ну так нельзя. Ну хотя, ну, пока ты работаешь в хирургической сфере, я хирург, нельзя так делать. Иногда, конечно, правильно телефон отключать, но иногда именно вот эти вот буквально там минуту-две Ну, твоей решает личной сильно, жизни решают решает. много. Ты человеку подскажешь, посоветуешь, не будет агрессии, не будет возмущения, не будет жалобы. Человека это понять можно? У Плохих него отзывов. онкология, и все такое. Ну, поэтому просто как-то просишь, ну, пожалуйста, там, давайте до 7. Позже не звоните, не пишите. Можно написать же в мессенджер. Я до 12 не сплю обычно, поэтому Ну, чук-чук ответил. да. То есть вот такая ситуация. Ну, к сожалению, не получается работу на работе оставить, хотя это бы было бы идеально. А вообще, знаешь, еще такой вопрос вот у меня возникает. Ну, я так вообще, в принципе, немножко наблюдательный, да, человек, и у меня такой всегда вопрос был, вот что с эмпатией вот у врачей, вот, допустим, у тебя, как ты сопереживаешь своим пациентам, как ты это проживаешь, потому что, ну, ты же не овощами торгуешь на рынке, да, то есть ты же погружаешься в каждую судьбу, там, ты с человеком как-то сближаешься, ты с ним общаешься. Как ты вот с этим справляешься вообще? Ты сам по себе черствый человек или ты Да уже не, научился да это делать? тяжело. Ну, что проснешься, вот тут 4, ну, ближе думаешь. Ну, например, ну, хорошо, когда, ну, мы работаем, как правило, мои пациенты — это не умирающие пациенты. Это пациенты, которые проходят определенные этапы. То есть лечение в онкологии — это же не только порезать. Это провести там курсы химиотерапии. Если это начальная стадия, сразу прооперировать. Человек дальше, то есть ты человека видишь, с ним общаешься. И бывают иногда моменты хирургические, что-то не прижилось, что-то воспалилось. И ночью просыпаешься, думаешь. То есть надо человек, к тебе приходит человек, и у него проблема. Ему надо дать проблема не то, чтобы хирург виноват. У нас есть определенная статистика, там, согласно которым есть воспаление, там 5% случаев. Там, у нас, Ну, вероятности. да, вероятность есть. Но нужно человеку подобрать вот такие какие-то оптимальные варианты, чтобы опять человеку бы стало хорошо, и тебе как-то, не знаю, там, по мусульманским канонам, я не знаю, по всем канонам, чтобы ты не чувствовал, что ты последняя сволочь, что ты по максимуму выжил из себя. Ну, есть стресс. И эмпатия есть, ну, переживаешь за пациентов. И, к сожалению, есть пациенты, которые вот... Я еще в поликлинике принимаю после обеда. Ну, так получается, это хорошо. Я вижу пациентов, когда они приходят, и потом наблюдаю пациентов, когда они уже пролечены. То есть вижу, что происходит не так, подсказываю. В общем, это хорошо. И вот бывает, сидишь на приеме, и есть определенная периодичность пациентов, когда они приезжают. И вот так сидишь иногда, бывает, в приеме между пациентов, и думаешь, ага, того человека нет, не приехал. Почему? А, как правило, это пациенты, которые запущенные. То есть, значит, человека не стало. То есть, это грустная история. Ну, то есть это прям, ну, прям тяжело, ты же работаешь все время. Это же и люди с такой энергией тяжелой, потому что человек борется, там, ну, плохие новости. И ты же все время, получается, в этом. Ну, тут нет таких радужных новостей, скажем так. А вот ты сам юридически несешь какую-то ответственность или, да? То есть ты прям отвечаешь за свои решения. Решение у нас сейчас, вот так система здравоохранения, у нас комиссионно все решения принимаются. Человек поступил в поликлинику, ты его смотришь на него, ставишь диагноз, либо подозреваешь что-то, делаешь биопсию, необходимые манипуляции, чтобы поставить диагноз. Полностью пациента обследуешь и на консилиуме этого пациента докладываешь. Ага. То есть комиссионно там сидит заведующая поликлиникой, химиотерапевт, То есть коллективное радиотерапевт. получается. Это коллективно. То есть ответственность я разделяю. Но мнение они могут мое поменять, а могут и Но оставить. если есть коллектив, значит нет ответственных. Я же оперирую больных. То есть получается все. Да, конечно. То есть если что-то не так, кровотечение, что-то не так, там в 3 часа ночи будь добр, приезжаешь, все как положено.
А я знаешь, почему, ну, вопрос тебе такой задал? Не потому, что я конкретно Мгм. тебя спрашиваю, а вообще я общался с разными хирургами, в том числе таким довольно-таки опытным хирургом, и он мне такую вещь сказал, что, ты знаешь, от логики и от принятых решений, как лечить пациента, в принципе, зависит его судьба, зависит его жизнь. То есть, ну, можно Да, много чего конечно. сделать. Да, естественно. А сегодня, вот сегодня хирург, он сам принимает решение, как именно оперировать? Или это все-таки, вот как ты говоришь, консилиум, все собрались и говорят, давайте вот решим, вот так все-таки будем действовать. Нет, это много звеньев. То есть, во-первых, самое главное, это вот то, что я говорю, пациентоориентированность. Ты с пациентом обсуждаешь. М. То есть что ему больше тоже Да, помогает? и приводишь доводы. Я Да. говорю, вот при вот такой операции мы то-то, то-то. Но для женщин это принципиально, потому что в той сфере, в которой я работаю, это либо удаление молочной железы, либо сохранение. И то есть вот я вот так вот вижу доводы. Такие-то. Некоторые просто пациенты, им очень легко. Они говорят, я сделаю все, что вы скажете. Я говорю, нет, 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 давайте мы с вами обсудим. Потому что потом скажут, что я Алиева послушала, а получилось не совсем так. Я предлагаю вот такие варианты, но эти варианты чреваты тем-то, тем-то, тем-то. И будет дополнительно такое-то лечение. Либо же давайте тут мы поставим вам имплант, ну, сделаем реконструкцию, восстановим грудь, но тогда нужно будет чуть подольше полежать. Какой-то, может быть, больше болевой синдром у вас будет, могут быть воспаления. То есть это все полюбовно обсуждается, это раз. Во-вторых, у нас, когда вот перед операцией пациент докладывается в отделении, там заведующий сидит, коллеги-врачи компетентные, грамотные, которые тоже выслушивают и иногда могут высказать свой ответ, сказать, я не согласен, тут давайте вот так вот делать. И тогда комиссионное решение принимается, и может быть, это там не каждый случай, ну, там, например, раз в квартал, раз в полгода может что-то поменяться. То есть все равно ты к мнению коллег прислушиваешься, а это очень правильно. Потому что когда человек, ну, надо прислушиваться к мнению коллег. А смотри, вот получается, что, ну, я так понимаю, что за твою такую рабочую практику ты много человек вообще видел, да, разными случаями сталкивался. Скажи, пожалуйста, вот как, как ты работаешь с теми людьми, которые отрицают свою болезнь, которые говорят, что, ну, то есть не хотят ее принимать и отрицают ее, и говорят, что это вы неправильно ставите диагнозы. Вот с таким отрицанием ты сталкиваешься вообще в своей практике? У нас вообще изначально так вот как-то так вот повелось, что в онкологической именно школе, это мое мнение, я там многие хирурги с именем могут подумать по-другому, вот что когда человек приходил лечиться в онкологический диспансер, я в интернатуре проходил, 3 года у меня была интернатура, хирурги уменьшали свою работу, чтобы психоэмоционально пациента сберечь, чтобы не говорить им это слово «рак». У вас полипчик, все будет нормально, человек через полгода умирает. Ну, не через год Да, да, да. умирает. Родственники, а он всем говорит, да у меня полип, соседу говорит, да у меня полип. И получается что? Человек поехал в онкодиспансер, доктор ему удалил какой-то полип, и он через полгода умер. Но это неправильно с позиции, что человек, снимаешь ответственность пациента, пациент не осознает проблему, и, соответственно, качество жизни он не меняет, а это неправильно, ну, в разной ситуации. И он умаляет работу врача-хирурга, который выполнил большую там уникальную операцию, сделал, и все зажило, у него новая анатомия, он все по-новому у него работает. То есть вот это неправильно. Надо, и по моему мнению, нужно пациенту говорить всю правду в лоб, но опять-таки есть моменты, связанные с престарелыми людьми. То есть не надо там рассказывать, какой ты грамотный, какой ты умный, какая там стадия, какая там биология. Есть родственники, которые аккуратно донесут. То есть ты видишь родственников, там они там какая-то бабушка или дедушка пришли, там не надо там рвать правду и говорить, что вот так-то, так-то. Надо аккуратненько с родственниками обсудить ситуацию, как правильно донести. Вот. И от этого пациент уже будет принимать или не принимать. Вообще, как правило, я стараюсь с пациентами говорить, хотя контингент, как правило, пациенты преклонного, пожилого возраста, доносить информацию. Они должны осознавать. Непринятие болезни – это хорошо, конечно, но прием профилактических препаратов, гормонотерапии – это тоже химиотерапия своего рода, таблетированная. То есть человек, выходя из онкодиспансера, качество жизни свое немножко должен модифицировать. Не поменять, модифицировать. Отказаться, например, от каких-то вредных привычек, принимать препараты систематически, контролировать, как это делать, обследоваться регулярно. То есть он не должен жить в страхе, но в каком-то минимальном
напряжении он должен пребывать. Ну, речь же идет о том, чтобы не напугать человека, а чтобы разбудить его, чтобы он Да, да. мобилизировался. Мы вам это сделаем, все будет как раньше. Не Да, как раньше, но потому что, ну, в основном обычный человек, он же пребывает в иллюзии представлений своих. да. И когда сталкивается с такой проблемой, он может, ну, естественно, растеряться и так далее. Но если, как вот ты говоришь, да, у меня полип ударили, и дальше курить, праздновать, Нет, ну, нет, это надо, же преступление, чтобы, с да, одной стороны. То для есть, себя в первую очередь. да, и вот с этой стороны очень важный такой этический момент. Вот ты точно знаешь, что вот ситуация тяжелейшая у человека. Есть ли смысл ему говорить о том, что вот он... вот Конечно, обязательно надо говорить. для чего? Тяжелейшее, он будет Ну, лечить. У он нас не есть. может вылечиться уже, все. Вот, Да. Я вот в контексте своей сферы деятельности. Сейчас вот за последние 3 года столько препаратов, вот сейчас хирургия стоит. То есть, если так, что мы научились в хирургии? Лапароскопический и да Винчи. Ну, это так а-ля лапароскопия дороже, интереснее, но все равно это очень просто. Химиотерапия, ну просто семимильными шагами. Сейчас столько концернов, которые вырабатывают сумасшедшие препараты. Раньше, там, например, меланома, человека мы отпускали, давали ему какую-то схему, которую придумали в 50-е годы. Все. Сейчас куча схем. То есть мы можем побороться за пациента, ну не за любого, но за многих. И им продлить жизнь год, 2, 3, это важно. Просто все зависит от того, пациент хочет бороться, не хочет, и, естественно, от состояния здоровья. Насколько у него жизненного запаса, то есть насколько он может еще вот, работать печень, легкие, это важно, конечно. А ты сталкивался с такими вопросами, когда у тебя там у родственников такие проблемы возникали? Ну, у тех, кто к тебе близкий, там какие-то отношения родственные, тех, кто кого-то хорошо знаешь, Дальние, дальние только, да? дальние, Потому что жены это же дальние тоже такой родственники. тяжелый этический Тяжелый, момент. тяжелый, но от этого же ничего не поменяется. Ну да. Там просто подойти заведующего, попросить, чтобы он помог. Но по сути, надо все равно лечиться. Просто я же говорю, да, это получается граничащий страх с этой темой вообще, в принципе, как будто бы какое упоминание вообще этой онкологии, да, ты думаешь, блин, ну, ты хочешь как-то от этого дистанцироваться. В интернатуре я был, 25 лет мне было. Мальчик был, 26 лет, рак желудка. 26 лет. И я тогда понял, что все, бомбы рвутся рядом. То есть, ну все. Поэтому просто я вот тут рассказываю про скрининги. Ну, на Да. самом деле очень тяжело. Вот завтра на работу, послезавтра на работу, потом отдохнуть, пойти, сделать там исследования какие-то. Ну кому это нужно? Ну вроде же сейчас хорошо, вроде я поправляюсь, болит. вот, ничего не болит. То есть вот это, ну, во-первых, лень. Во-вторых, психоэмоционально не хочешь выходить из зоны комфорта, потому что ты в постоянном раше в каком-то. Ну, я сам такой. Но надо стараться. Ну, как у меня один мой хороший товарищ есть, Рашид, он тоже онколог. Рашид знаем, конечно. Я Ну, видюшку видел, но вы там у вас больше в плане ковида по было. ковиду это было, да, Да. да, да. Но мы просто давно друг друга знаем, и я, честно говоря, очень его уважаю, такой интересный человек. И Какой у него тоже, папа хороший. ну, у них, да, у них как династия Да, получается, да. да, папа у него отличный. И вот, да, то есть много вещей таких интересных он мне рассказал. Мы разные проекты делали, Мгм. связанные с моим этим, не связанных, но мы, в общем, общались. Он даже в одном ролике принимал участие, в таком, мы просто такой, довольно-таки масштабные съемки были. Интересно. И я же говорю, что многие вопросы, многие проблемы всплывают, и он сам говорит, Дил, вот есть диспансеризация, я, говорит, на нее не хожу, хотя надо, говорит. То есть, ну вот, казалось бы, да, то есть ты сам в этой теме, ты сам в этой окопе сидишь, и ты такой думаешь, ну ладно, там, на следующий год пойду точно. Ну, честно, Новый год схожу. Ну, надо делать, конечно. Но хотя бы, знаете, вот я вот говорю, надо проводить санпросветработу с бабушками, с мамами, потому что да нет, у меня не будет ничего. Да никто у нас не болел этим, зачем туда ходить? Ну просто сходить и все. Ну и там много факторов. Психоэмоциональный человек не хочет, там, мне 7, ну, очень многие вот пациенты у нас, мне 70 лет, зачем мне это надо? Потом человек через 4 года приходит, там уже все запустилось, вот надо помочь. Ну, тут сложно, тут психологически. А вообще, вот, вообще само существование, вот объясни мне, пожалуйста, природа этого рака, это же твои же клетки, Да. которые выходят из-под контроля. Вообще, какой смысл вообще у рака, у существования? Какая цель его?
Ну, Все человечество страдает. Смысла никакой. Просто вышло из-под контроля определенный пул клеток, их много. да. Вот. И они начали делиться, а у них этот счетчик, у них отключен. У человека Ну, каждая кайф клеточка такой, может да, да. делиться, а тут не может. Просто делится. И чем меньше эта опухоль похожа на ту ткань, из которой она вышла, тем она и агрессивней. Просто сейчас, видите, очень много стимуляций. Если раньше про онкологию вообще как бы, ну, во-первых, мало знали. Мало Во-вторых, знали, мало доживали. мало, да, доживали мало. Мало диагностики было. Сейчас диагностика лучше. Сейчас уже экспертные аппараты УЗИ, там, КТ, видят, там 3 миллиметра. Раньше там все по рентгену, что-то на снимках смотрели, приходи через год, там, все такое. А сейчас по-другому все. Но и воздействия очень много. Все же это вокруг нас, это экология влияет все тоже? светится, конечно. Телефоны возле головы. Это же аукнется, ну, буквально, я не знаю, лет 10 точно. Я телефон над головой ставлю. Ну, я тоже, потому что, чтобы я услышал, когда мне позвонят, когда на работу нужно ехать, если что-то не так. Получается, телефон надо вообще в другой комнате. Вообще оставлять, да. Или по лучше идее. отключать. Детям оставлять, у них все равно молодые. Детям Если пока что, мы принесут. не даем, пока мы детям. Но у Кнопочного тебя ребенка. маленькие же дети. Да, у меня 1 класс. Нет, нормально уже. Да с такой претензией, вы знаете. Бабаска, ты мне должен купить телефон. Я говорю, ничего тебе не куплю. Короче, вот так вот. Так что, Да. Так, сейчас я посмотрю, у нас тут, я оставлял запрос. да, давайте ответим, потому что Да. людям интересно. Ну, я посмотрел, среди твоих подписчиков, у тебя немало подписчиков, очень мало моих подписчиков. То есть, Это отлично. я так понимаю, у тебя 50 плюс аудитория. Не знаю, у меня жена занимается моим инстаграмом. Вот она все... был декрет 2. Это прекрасное время для карьеры мужа, потому что Третий еще лучше. не знаю, не хочет. Вот. Она занимается инстаграмом моим. Она вот и в ГИВах участвовала, и там с Решат Алиевым мы что-то на ГИВа участвовали, еще какие-то. Ну вот она молодец, конечно. Решат тоже, у нас он он даже и к нам в студию приезжал тоже, спустился к нам. Так, мгм. Вот, хороший вопрос спрашивают, почему так дорого все? Почему дорогое лечение? Даже при том, что у нас есть ОМС и все вот эти вещи, но вот эти истории продал дом, Нет, продал это- машину, не Это вылечился. истории до 2014 года, мне кажется, история. Первое. Очень многие наши, вот именно бызым халкымыз, они хотят почему-то, не доверяют. Они Это едут прям наша сразу, черта? да, в То Турцию. есть там Есть, специалисты есть, лучше. есть категория пациентов, которые, например, начинают сборы, там, помогите, человека онкология, едут в Турцию. Я не скажу, что прям там идеально оперируют. Есть у меня категория, ну, не категория, пациенты, которых я после Турции оперировал. Там было написано, что эти лимфоузлы у него удалили, они не удалили их. Но вообще в Турции хорошо все очень развито. Диагностическая сфера и лечебная. То есть говорить, что там ребята плохо делают, я не могу. Но Может, какие-то частные случаи просто. Все-таки индустрия уже развивается, много кто туда едет. Или Турция, или Израиль, как бы вот так вот. да, Израиль это вообще, это, знаете, это такое клише, которое появилось, что израильские Ну, так я врачи слышал, лучше. я же вот именно Да, клише. да, но и это на самом деле, я бы не сказал. В Германии врачи лучше, чем в Израиле. Ну, как бы, у нас сейчас основной вектор это вот Турция, либо же в научно-исследовательские центры. То есть дорого получается, потому что мы едем в другую страну, скажем Либо так. лечимся в частных клиниках. Либо Есть в у нас частных. частные клиники, мы там рекламировать их не будем, в которых работают грамотные ребята, там не будем наговаривать на них, и они предлагают услуги платные. То есть либо ты... Все упирается в дорогостоящие препараты. То есть то, что сейчас, ну, они действительно дорогостоящие. То есть это синтезируются специальные моноклональные антитела под определенную биологический подтип опухолей. И они То есть не- это в первую очередь высоконаучные да, вещи. это научные вещи, Поэтому которые, дорогие. которые уже, в принципе, вошли в рутину, и люди получают их. Просто раньше мы про них не знали, а сейчас они и на эту категорию пациентов есть определенная очередь. То есть месяц-полтора человек ждет, чтобы этот препарат получить. Не каждый препарат, но есть определенная категория дорогостоящих препаратов. И это везде так. То есть я не скажу, что вот в Республике Крым вот у нас так вот. И либо ты ждешь,
либо ты вынужден покупать, либо где-то в частных клиниках А ты можно получаешь вообще лечение. прям все по ОМС по лечение получить? У нас все лечение производится по ОМС. То есть бесплатно? Бесплатно. Мгм. То есть бесплатно. Человек получает. Есть момент, связанный с обследованиями. Все лечение в онкологии – это очень агрессивное лечение. Химия, операции, ну, как правило. Пациента нужно подготовить. Нельзя пациента просто с колес, там, с маршрутки схватить и в операционную. Нужно обследоваться. И я думаю, что вот этот момент, который немножко там людей раздражает, ну, он действительно раздражительный, когда там ты КТ ждешь, например, там 2 месяца или 3 месяца. Потому что у нас сейчас, видите, КТ работает на два момента. Первый – это диагностика каких-то доброкачественных, злокачественных образований, а второй – это ковид. Да. Ну, ковид как бы сильно прям загрузил эту всю Ковид вообще, индустрию. я вам еще хочу сказать, если верить в то, что его придумали, это дрянь такая, ну, очень многие пациенты пострадали. Очень многие пациенты пострадали, очень многие, он же снижает иммунитет колоссально. Очень многие А люди, ты из которые тех, были в кто... ремиссии, Подожди, а ты из тех, кто думает, что, ну, как бы, что он придуманный, я думаю, да. синтезирован, да? Мне кажется, да. Потому что как бы там есть А что? моменты. Но одно время все же стали специалистами по Согласен. ковиду. Ну, вот так на выходе просто смотреть, достаточно такая вот иммуносупрессивная штука, которая с индекс летальности очень большой. Ну да. Но не просто так же он покосил. Ну, всю эту модель. онкологические пациенты пострадали очень сильно. Очень сильно, потому что многие болели и очень сильно болели, очень многие погибали. То есть это плохо. И вот только у меня там человек получал химиотерапию, все нормально, динамика положительная, ковид, 2 месяца он приходил в себя, после этого контрольный осмотр у онколога, все плохо. То есть опухоль начала на фоне супрессии иммунитета, опухоль сразу же подняла голову, дала метастазы, то есть, ну, это проблема. Короче, это получается прям как будто бы они как родные сестры, да, работают. Оба на ослабление иммунитета. Нет, ну просто человек на фоне ковида не может и химию получать. Да. И то есть Ну, да, да. увеличивается период, просто химия действует определенный промежуток времени. После того, как химия перестала действовать, возникает пул клеток, то есть определенные клеточки, которые к этой химии резистентны. Да. И то есть тут именно надо ловить моменты. Химия, операция, то есть чтобы вот эти опухолевые клетки убрать. Если Да. это дело, время, момент потерян, тогда получается, что и химия отчасти злую шутку сыграла, потому что мы этим самым вырастили, Подготовили плацдарм для более агрессивного клеток, роста агрессивных клеток. Это не всегда так бывает. Иногда химия полностью убивает опухоль. Но на фоне снижения иммунитета, как это бывает при ковидных инфекциях, когда именно это манифестируется с пневмонией, с сумасшедшими там показателями крови, воспаления крови, естественно, тогда, если где-то воспаление клеток больше, соответственно, где-то меньше. Ну вот возвращаясь к стоимости, вот анализы еще дорого же стоят. И там уже постоянно эти анализы делать. Да, но это все ложится на поликлиники на местах. То есть это тоже бесплатно по ОМС. Да, есть одно но очередь. Ну, Не хочешь в очередь, идешь в частную. Да. Ну, То есть по-моему, много так для этого и сделано. такая вот альтернатива. Тут без вариантов. Да, у меня тоже просто был один момент, там, приходилось там небольшую делать операцию, и я тоже с этим столкнулся. То есть мне сказали, вот если хочешь бесплатно, пожалуйста, вот 3 дня ходи в очередях. Если хочешь быстро, пожалуйста, вот так. То есть перед выбором людей ставят, и люди уже как бы, ну, Да. не всегда же время есть, правильно? Ну, про проданную машину, наверное, это поездка куда-то, я думаю. Потому что... Ну, это, кстати, тоже тот же стереотип, который пугает людей. Потому что когда кто-то слышит, он заболел онкологией, то все, это прям напрямую связано с расходами, с вот этими всеми проблемами. То есть какой-то есть, знаешь, мне кажется... А кто-то этого боится и не лечится. Но В это, том числе. а это вообще, знаете, ну, не из 90-х, но из нулевых. Это какой-то такой старый, нехороший стереотип. Теряем человека. Плохо. Ну, дороже жизни, по-моему, ничего нет, да? Ничего не придумали пока. Так, сейчас еще у нас есть вопрос. Ну, вообще, на самом деле, вот эта дороговизна ценность, она действительно очень сильный фактор влияет, очень сильную большую роль играет. Особенно, знаешь, я что замечал, люди, которые живут в деревнях, вот там подальше от центров, да, они как будто бы принимают это как судьбу. То есть, ну все, ну что сделаешь? Не, я поехал, ах, чем ехал, парам ехал, все, уже никуда не буду двигаться. Ну, кстати, это ошибочно. Я вот еще раз скажу. Никто не требует. Ну, я не знаю, я не буду там говорить за всех. Ну да. У нас по лечению по ОМС. В онкологическом диспансере так 100%. То есть проводят лечение и лечат, и препараты все есть. И нет такого, что тот карман что-то засунул, а тому тот не засунул, и тому мы проведем, а тому воду прокапаем, да, физраствор. Нет такого.
Ну, я надеюсь. 100%. Вот тут есть такой вопрос интересный. Вот спрашивают про интернетную грамотность. Вот часто ты сталкиваешься с тем, что по тебе приходит пациент и говорит: слушайте, а я вот прочитал в интернете, вы неправильно меня лечите. Есть просто люди, которые аккуратно пытаются свою точку зрения донести, Да, то есть, а да. есть люди, которые прям с претензией. Но спокойно надо воспринимать. Мы в Не такое время раздражает живем. эта вещь? Как-то просто день такой раздражительный, раздражает. Когда вот я сейчас выйду, я вот первую неделю, наверное, я буду как, я не знаю, как самый спокойный человек на свете разговаривать. Я отдохну, и я спокойно вот буду. Потом космет. Просто иногда бывает, я вот фотографию свою пластическому хирургу прислала, вот он считает, что нужно бы вот так вот сделать. То есть у меня было такое, но там просто послеоперационный период был такой волнительный. Человек молодой, отек, деформация. Потом все нормально стало. Но было такое, я спокойно воспринял, потому что Ну, на во-первых, это выходе. неэтично, скажем так. Это получается тоже какой-то врач, условно говоря, да, и он там что-то советует, не по своему профилю. Ну, немножко, но я еще раз скажу, сейчас вот тут два момента. Вот у меня вот передо мной две фразы летают. Первая, вот как мы заканчивали медицинский Да. университет, ректор Бабанин Анатолий Андреевич, он такой, он классический такой вот интеллигентный человек, он красиво выступает, он грамотный, он академик, он член-корреспондент, доктор наук, все как положено. И он говорил: послушайте меня, ребята, первые 25 лет вы работаете на свое имя, а потом последующие 25 лет имя работает на вас. Это первое, но это такой момент, что потом после 25 лет, типа, не кантуйте меня, вот я врач, я сказал. А сейчас момент такой, что очень много врачей, и есть определенная, как вам сказать, не конкуренция, но надо быть пациентоориентированным. То есть надо спускаться вниз к людям. Ну, если тебе человек, вот он с Симферопольского района приехал к тебе и говорит: Надо поговорить. Балам, я вот в интернете прочитал, а ты меня неправильно лечишь. Ну, прям такое, что у меня... Ну, я утрирую сейчас. Редко так. Не- Прям, чтобы редко, вот, да? вот такое редко. Там есть какие-то такие, знаете, а вот что вы мне вот так вот не сделали? Ну, разговариваешь, объясняешь. То есть все-таки такого не бывает. Что были прецеденты, но мы волны сглаживаем, как правило, проблем нет. Ну, потому что, ну, как мне кажется, это вообще сегодня такой, ну, бич, да, такой прям волна, и причем по всем медицинским отраслям идет. Да. У нас люди прочитают в интернете и доказывают врачам, то есть, и, во-первых, с одной стороны, обнуляя, дискредитируя их, с другой стороны, показывая свою какую-то значимость, да. То есть ты хочешь что? Ты хочешь вылечиться или доказать свою правоту? То есть вот надо Вот определиться. в онкологии это сложная ситуация. У Да. нас есть такой момент, классно тоже, телемедицинская консультация. То есть мы и сложные случаи, или редкую патологию, там, или возраст молодой, или там какая-то такая вот необычная ситуация, мы имеем право и, как правило, делаем. То есть ты собираешь документы, готовишь доклад определенный, печатаешь и отправляешь в научно-исследовательские центры, которые там нас курируют. Это Ростовский онкологический центр. То есть научная база. где Да, сидит. да, да. И они дают свою еще, то есть такой третейский судья. Это интересно. Да, это ну, не что там сверхъестественное, это рутинная практика. То есть плановые вещи, да, которые мы там регулярно сталкиваемся, естественно, мы принимается решение комиссионно в рамках диспансера, Да. а вещи, которые, во-первых, есть незаурядные. определенные нозологии, которые сложны, там опухоли головного мозга, там есть свои особенности. Тогда, естественно, все это консультируется. Сейчас нет такого, что только там так решили. Сейчас много вариантов, и они прямо вот реализуются вот так вот обычно. А скажи, пожалуйста, вот когда ты, допустим, диагностировал ситуацию, ты к своему ну, больному, да, то есть ты сказал, прямо конкретно сказал, у вас там 3-я стадия, у вас там проблема, ты обозначил проблему, и, к примеру, человек принимает решение лечиться народными способами. Есть ли шанс вообще вылечиться вот такими Вообще я альтернативными? негодую, когда такое говорят. Есть четкие моменты, которые вот касаются вот этого. Я прям негодую, я очень против. Почему? Потому что вот эта медицина нетрадиционная, она в принципе, если ее там с научной точки зрения подходить к ней, она имеет свое воздействие. Выпей воды, что-то я... Да, конечно. Просто в этих травках, муравках, всех этих препаратах, там есть концентрация препарата небольшая.
То есть она на первой как-то что-то там начинает, вроде как-то лучше становится, а потом хуже. То есть мы-то работаем с определенным мировым опытом, и препараты, которые выделены, то есть четко концентрация препарата. А это просто обман. Я просто иногда вот очень много вот на этом фоне, почему, собственно, я негодую, шарлатанов. То есть Да. где-то кто-то что-то хочет, возит почитать, там воду какую-то дают. Я считаю, что надо сначала попробовать все методы традиционные, то есть то лечение, которое прописано, которое там Которая имеет помогала опыт, и кому-то люди уже. это видели, да, и везде это написано, и в рекомендациях, и в мировых, и во всех отечественных, а потом уже пытаться, уже когда уже, знаете, не за что хвататься, уже хватаешься за соломинку, ехать туда. Я очень скептически отношусь к этому, я считаю, это все профанация. И просто вот чего обидно, что возмущает больше всего, что вот у человека горе, а вот какие-то вот такие вот шарлатаны, нехорошие люди пользуются этим, и человек там последние деньги готов отдать, чтобы там продлить там на месяц, на два, это не пользуются этим, и Но они же еще осознают, эти шарлатаны, что они делают. да, так это гнах, это очень плохо. Они же не глупые люди, они же понимают, что Нет, они они делают. грамотные люди, отчасти психологи. Они То есть продают они, надежду, получается. да, да. Ну, вы знаете, нет, сталкиваешься, прям есть форум даже свой онкологических больных, и которые вот пишут, что вот нам вот этот помог. Вот у меня пациенты возили Да, куда-то да, в да, кстати, Ростов, интересно. куда-то в Ростов возили. Ну, там сложная такая ситуация, молодая женщина, и вот они все перепробовали, и вот не помогает, и научно-исследовательские центры возили, и они новые какие-то методики применяли, не помогает, растет опухоль. И он мне говорит, вот я вот хочу вот это вот, но я уже не знаю, что делать. Я говорю, ну попробуйте. Ну, но это уже Есть, когда когда все. помогает, есть какие-то? Я не видел, То есть каких-то сверхъестественных вещей ты в своей нет, практике не замечал? что вот так сделали. Ну Нет, вот, нет, слушай, нет, такого я нет. это по жизни слышу часто. Вот человек был больной, поехал куда-то чистый. Нет, ну Такой, слушайте, ну если, может быть, грыжу там пупочную, там подавили, как не, картоплин, я не знаю, это еще вариант. Но когда если онкология, ну как, ё-моё, ну я тут не знаю. на такой химии, там человек выходит, у него ни волос там на голове, там не все То выпало. есть радикальное лечение. Агрессивно, супер там агрессивная химиотерапия, и то не помогает. Ну как поможет какая-то вода там заговоренная или что-нибудь там, я не знаю, там что-нибудь пошептать. Ну, я религиозный человек, ну надо все-таки стараться попытаться воспользоваться традиционными методами лечения. Их много, их сейчас очень много. И они по ОМС. Я вот хочу То акцентировать. есть, ну, это на самом деле важно, потому что Да, много людей, у них просто нет физически денег это за все платить. Ехать там в Турцию, ехать в Германию, ехать в Израиль, там, ну, куда-нибудь ехать. Люди просто не могут поехать, я Турция извиняюсь, дорого. на неделю. Ну да. Турция дорого. Так. Так, вот тут интересный вопрос. Мгм. Ну, кстати, вот два вопроса очень похожих про генетику и наследственность, да. Мгм. Но мы про это, в принципе, уже проговорили, Да, да, что есть определенный процент. И, в принципе, это хороший сигнал быть более внимательным к своему здоровью. То есть, да, конечно. потому что если ты не пуганный, то ты можешь и попасть. Нет, это не значит, что надо в раш уходить какой-то, там, звонить бабушкам троюродным, там, требовать, есть онкология, говори, был рак или нет. Нет, Да. но просто если, ну, сигнал это, тынь, там, например, в молодом возрасте онкология у кого-то из родственников, близких родственников, там, двоюродный, там, троюродный, там, ну, там, там, отцы, там, матери, все, это звоночек. Значит, надо двигаться. И Более тут надо внимательно. поговорить с онкологом. Не надо там, можно в интернете напечатать. То есть тут как человек насколько располагает возможностями. Есть опухоли более наследственно обусловленные, есть менее наследственно обусловленные. Поэтому рак молочной железы наследственно обусловлен, но 5-10% всего. А скажи мне, пожалуйста, вот сам рак, он молодеет? Да, конечно. С чем это связано? Вот с этим. С телефонами. и с полями, и с Думаю, да. питанием, экологией, все вместе. Да. А стрессов больше стало, как ты думаешь? Да, конечно. Мы то, что раньше делали там 2 дня, мы делаем там сейчас там за 12 часов. Поездки, интернет, и постоянно мы куда-то спешим, не успеваем. Мы, получается, и биологические часы быстро подкручиваем, да?
Мы быстрее живем внутри, по внутреннему ощущению? Хороший вопрос. Мы быстрее живем, медицина сейчас выручает нас. И то, что раньше, например, можно было с этим уйти на покой, сейчас как-то врачи борются, лечат, там все такое. Не только в контексте онкологии. Да, да, вообще в целом здоровье. Стентирование, там у человека 50 стентов, ну я условно говорю, в голове там инсульты были, в сердце 5 стентов. Человек борется, живет, принимает супер какие-то сумасшедшие кроворазжижающие препараты, чтобы у него не было инфаркта. То есть сейчас мы искусственно продлеваем, а стрессов много. И последний вопрос задам. Вот еще такой есть момент, да, что такая очень популярная фраза, что раньше не знали рак, потому что до него не доживали. Сегодня у нас продолжительность жизни она увеличивается, Да. соответственно, человек рано или поздно с этим сталкивается. То есть это теория вероятностей, там когда-нибудь это все всплывет. Правильно? Да, Так да, да. получается. И я читал такую статистику, что в Европе онкология уже на первом месте по смертности. Ну, в России на втором, судя по всему, по длительности жизни, наверное, по продолжительности жизни. Я вот читал буквально вчера, что в Европе онкология уже на первом месте по смертности вышла. Надо смотреть по странам. Просто у нас есть такая Ну, тема Европа тоже нехорошая. понятие Нехорошая. расселена. Сердечно-сосудистая патология. Ишемическая болезнь, это инсульты, инфаркты, а это в первую очередь образ жизни. Вот эти все быстро усвояемые углеводы, питание, фастфуды, жирная пища, переедание, то, что мы кушаем после 8. То есть вот это все моменты, это бьет холестерин и все такое. Ну, это ж у всех практически. То есть тут, я не знаю, сложно говорить. Больше начали диагностировать, и больше онкологии, мне кажется, тоже стало. Потому что сейчас патология, которая раньше была меньше, или просто мы меньше видели, меньше находили, и пациенты просто погибали без уточнения, опухоль была или это какой-то Да, другой процесс, ну, больше. Все вопросы я спросил. Хочу один вопрос задать, не знаю. Вот жена сидит, она сейчас по-любому не одобрит. Но я все равно спрошу, потому что у нас все-таки «Мозмыс» называется передача. А жена не ревнует к профессии? Нет. Нет? С пониманием? Нет. Я свою жену по-другому люблю. И, нет. Да просто хотел спросил. Нет, это, я согласен, 100% вы тонко вещи чувствуете, но нет. Я тонко чувствую, потому что я 15 лет уже в браке, поэтому я эти все вещи тонко чувствую на кончиках пальцев. В общем, Саул, очень было приятно, что пришел. Во-первых, я обрадовался, что ты нашел время. Для нас это ценно, потому что время сейчас это самый дорогой ресурс, который нельзя купить за деньги, да. Ну, иногда можно, но не у всех получается. Поэтому я надеюсь, что сегодняшний наш разговор кому-то будет полезным, окажется полезным. Кто-то, если думал, хотел, планировал, пойдет и сделает, да, чекап, Надо, не знаю, надо. проверится, может быть, узнает у кого-то что-то. И вообще, в принципе, надо слушать свой организм, быть более внимательным и уже какой-то более осознанный образ жизни вести, да, там, в плане питания, в плане привычек и так далее, и так далее. То есть в наших руках наше здоровье и, соответственно, продолжительность жизни. Да. Саул. Сам.